Эфир телеканала «Пушкин-Царское село» продолжит выпуск службы информации. В студии для вас работают Виктория Зуева и Михаил Донков. Здравствуйте. На прошлой неделе наша страна отмечала важный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете страны, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых молодых государственных праздников. В этот день по всей нашей большой родине проходят торжественные и праздничные мероприятия. В честь Дня России в новом жилом районе Славянка в Пушкине устроили настоящий праздник. Несмотря на нелетную погоду, здесь собралось много людей, для которых провели концерт, конкурсы и различные акции. Сегодня, несмотря на то, что погода нас, конечно, не радует, все-таки праздник. Сегодня Государственный день России. И в районе Славянка Дом молодежи Царскосельский проводит районный молодежный праздник День России. Для выступлений были приглашены творческие коллективы со всего города и из Дома молодежи, и из центра Пушкинец, а также бальные коллективы из 645-й школы и музыканты из 45-й музыкальной. Они и сделали этот праздник ярким и запоминающимся. Кстати, то, что праздник провели именно в Славянке, не случайность и не стечение обстоятельств. Именно в этом районе собрались люди со всех уголков нашей большой страны. Славянка является конгломератом приехавших со всей страны людей. Ни для кого не секрет. Поэтому в рамках сегодняшнего праздника проходит еще и молодежная акция «Вместе мы Россия». Это если вы обратите внимание, там подальше будет у нас расположен баннер, на котором нанесена карта России, и каждый пришедший на наш праздник может специальным значком отметить место своего рождения или место своего приезда сюда, в Славянку. А еще выяснилось, что 12 июня – это не только День России, но и день образования многих городов, например, Великого и Нижнего Новгорода, Перми и многих других. Поэтому праздник был построен в виде дней рождения городов-именинников, из которых многие люди приехали в Славянку. Тем приятнее было для них оказаться не просто на государственном празднике, но и на дне рождения своей малой родины. Виктория Зуева, Михаил Донков, служба информации телерадиокомпании «Царское село». В Пушкине в 4-й раз отметили День русской славы в форме большого фестиваля. На площади перед Софийским собором развернулись массовые гуляния. Этот день стал своеобразным мостом между прошлым и настоящим нашей страны. Началом фестиваля стал памятный молебен в Софийском соборе у памятника Александру Невскому. Кстати, место проведения фестиваля выбрано не случайно. У Софийского собора богатая история. В разное время его прихожанами были Михаил Лермонтов, Денис Давыдов, Александр Суворов и Михаил Кутузов. Кроме того, здесь, на площади, в 1911 году для царской семьи был продемонстрирован первый в России полет на самолете. В память об этом событии на время проведения фестиваля на территории собора был установлен старинный самолет, который привлек внимание детей и взрослых. Надеемся, что праздники такие у нас продолжатся и на территории Екатеринского собора, и Софийского, чтобы будет их больше, что будут они веселее, массовее, что достойно, весело и красиво будем проводить свой досуг рядом с храмом. Это всегда здорово, полезно и интересно. Для проведения такого масштабного праздника на Софийской площади были установлены 3 сцены. На одной из них прошли театрализованные программы для детей, на 2 других звучала живая музыка в исполнении фольклорных и народных коллективов, рок-групп, бардов, ансамблей православной музыки. Специальными гостями фестиваля стали группы Башадов Бенд и Иван Купала. Зрители танцевали под знакомые мелодии и горячо приветствовали артистов. Помимо концертной программы, гости смогли попробовать себя в роли бывалых ратников, примеров «Грузную кольчугу» или понаблюдать за реконструкцией событий и сражений из истории России, в которой приняли участие воины разных времен. По лужайке прогулялись гусары, а в тени деревьев разбили лагерь русские витязи. Появилась здесь и ярмарка ремесел, где каждый смог научиться рисовать, лепить глиняный горшок или выковать гвоздь, а также пострелять из лука и поводить хоровод. Виктория Зуева, Михаил Донков, служба информации телерадиокомпании «Царское село». А я напоминаю, что все наши сюжеты доступны во всемирной паутине на нашем сайте pushkintv.com и в нашей официальной группе ВКонтакте. У меня на этом все. Я желаю вам всего хорошего и до новых встреч в эфире.